В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого утра. С сегодняшнего дня начинают свою работу театры и дома культуры. В Якутии продолжают смягчать ограничения по коронавирусу. Вслед за республиканской премьерой состоялась и московская. В центре России презентовали киноленту «Вертолет» якутского режиссера Михаила Лукачевского. Отборочный этап на чемпионат Европы. Якутский борец Виктор Рассадин выступит в очередном традиционном международном турнире. Глава Якутии проверил готовность Усть-Талданского района к 8-м спортивным играм народов республики. К играм в наследах района строятся 4 спортивных объекта. Это стадион на 1000 мест с беговой дорожкой, ипподром и универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием. Также до конца года в селе Барагонцы запланирован ввод многофункционального оздоровительного спортивного комплекса. Глава Усть-Талданского УЛУСа доложил, что для размещения гостей и участников игр подготовлены 22 объекта. Напомним, 8-е спортивные игры народов Якутии пройдут с 4 по 9 июля. В соревнованиях ожидается участие свыше 2000 спортсменов в 16 видах спорта. Региональную трассу Мюрю, ведущую до села Майя, до Барагонцев, начнут асфальтировать в этом году в Меге на Кангаласском районе. Об этом заявил первый замминистра транспорта Якутии Сергей Владимиров в рамках отчета правительства. Он отметил, что в этом году на данный участок зарезервирован 51 миллион рублей. Реализация проекта начнется сразу после прохождения экспертизы. Асфальт проложат на повороте от села Майя. В Якутии продолжают смягчать ограничения по коронавирусу. В связи с продолжающимся улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу власти Якутии приняли решение о дальнейшем смягчении антиковидных ограничений. Согласно указу, работодателям рекомендовано сократить количество работников, переведенных на дистанционную форму работы, с 50% до 30%. Отменено требование о закрытии на дезинфекцию по понедельникам или вторникам предприятий торговли. Дезинфекцию будут проводить ежедневно без закрытия объектов. Организаторы официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план, могут проводить мероприятия без зрителей и без предварительного согласования. Глава также сообщил, что с сегодняшнего дня возобновляют свою деятельность театры, дома культуры и иные учреждения культуры с заполняемостью зрительного зала до 50%. А вот студенты СФУ начнут выходить на очное обучение поэтапно с 1 марта. Напомним, что студенты перешли на дистанционную форму обучения с 24 января. Данное распоряжение не коснулось учащихся медицинского института. Распоряжение о переходе на очную форму обучения подписал проректор по образовательной деятельности вуза. Согласно этому документу, с 1 марта на очную учебу возвращается первая группа учащихся, а с 7 марта вторая. Обучающиеся всех курсов заочной формы продолжают обучение в дистанционном формате. Оборудованный по всем современным стандартам конференц-зал появился в Центре доп. Образования СРГ в Ленске. Такой новинкой образовательное учреждение может похвастаться благодаря районной администрации, которая ежегодно выделяет крупные суммы денежных средств на развитие сферы дополнительного образования. Подробности у Анны Кожевниковой. Онлайн-экскурсии, видеоконференции, педсоветы, отчеты о работе творческих объединений, отбор конкурсных видеоработ и многие другие мероприятия теперь в Центре доп. Образования СРГ проводят в новом цифровом конференц-зале. Необходимость такого пространства появилась сразу с начала пандемии, когда мы начали часто переходить на дистанционный формат работы. В 2021 году одной из задач работы нашего учреждения была цифровизация. Мы сделали удобный, современный, многофункциональный зал с доступом к различным интернет-ресурсам. Помимо внутренней работы на базе конференц-зала проводят занятия дистанционного формата преподавания на время карантина, взаимодействие с другими учреждениями района и республики в онлайн-формате. Но и это еще не все. Придя сюда, обучающиеся могут виртуально посетить музеи, выставки и всевозможные достопримечательности других городов. Например, воспитанники театра моды КРКО и творческого объединения Джеринкей в онлайн-режиме отправятся в путешествие по Народному музею Хомуса.
Также конференц-зал очень удобен для наших не только педагогических сотрудников, но и для обучающихся. Когда они готовят какой-либо проект к какому-нибудь конкурсу или мероприятию, у них есть место, где они могут собраться. Сейчас очень часто в ВКС видеоконференц-связь проходит с супрарайонным управлением образования, также центр ЦРР «Юные якутяне». У нас планируются семинары, мы, естественно, готовы к любому повороту событий. С 2020 года мы уже знаем, что в любой момент можем перейти на дистанционный формат обучения. Поэтому мы готовим мероприятия, где прописываем сразу два варианта. Это очный формат и заочный. Помимо техоборудования, зал снабжен мобильной и комфортабельной мебелью. Вместо столов и стульев здесь установлены универсальные кресла с подставками. Таким многофункциональным конференц-залом может похвастаться далеко не каждое бюджетное учреждение. Но администрация Ленского района уделяет большое внимание развитию сферы доп. Образования и ежегодно выделяет крупные суммы на модернизацию СРГ. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Малое и среднее предпринимательство в Якутии развивается. Согласно информации Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет республики от малого и среднего предпринимательства по специальным налоговым режимам поступает порядка 6 миллиардов рублей налоговых начислений. Портал малого и среднего предпринимательства Якутии признан одним из лучших в России по информированию бизнеса. Меры налогового администрирования, которые были направлены на предпринимателей, подтолкнули бизнес, чтобы он не был в стагнации, а развивался. В Якутии планируется увеличение работ по лесовосстановлению. Если на данный момент работает 2 лесопитомника, то в будущем планируется открыть еще один, более крупный, сообщил глава республики Айсен Николаев. Ранее глава Якутии в своем послании парламенту республики сказал, что эффективное лесовосстановление необходимо начинать практически с нуля. Для этого необходима долгосрочная комплексная программа. Разработать ее нужно уже в первой половине текущего года. В программу должны быть вовлечены ученые-лесоводы под эгидой научно-образовательного центра «Север», ресурсы лесного хозяйства и партнеры из реального сектора экономики. Объем финансирования отдыха детей в рамках проекта «Дети Арктики» существенно возрастет в этом году. Об этом в ходе отчета правительства сообщил вице-премьер региона Михаил Никифоров. Уже с 2022 года увеличено финансирование по выезду детей из арктических и северных районов на отдых и оздоровление. По словам вице-премьера, сумма будет увеличена практически в 6 раз. После выхода на экраны республики фильма «Вертолет» состоялась и премьера киноленты в Москве. В кинотеатре «Элизион» зрителей приветствовал режиссер Михаил Лукачевский. Как якутский фильм встретили в столице России, смотрите в материале моей коллеги Айсены Барнашовой. Фильм рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Теплые встречи, объятия с родными, но счастье длится недолго. Героев постигают тяжелые испытания. Все в стиле психологического триллера, драмы и мистики. Размытые дороги, отсутствие связи и электричества, ребенка постигла дизентерия. Единственным спасением может стать вертолет. Молодые родители с надеждой всматриваются вдаль, не зная, что за них решение уже приняла судьба. Мы, как северяне, ждем вертолета как Бога, да? Что Он нас спасет, что Он нас покормит, что Он нас отвезет, увезет. Но на самом деле фильм об отношениях людей, об отношениях поколений. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском Улусе. Съемочная группа прошла через снег, лед и холод, и всего за 1,5 месяца лента была отснята. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца зрителей. Это «На злобу дня» фильм, такой фильм, который освещает жизнь наших северов, северных районов. Но я знаю, что Лукачевский концептуальный режиссер, у него всегда есть какие-то интересные ходы. Его даже можно поставить на одну линию с какими-то очень знаменитыми режиссерами и найти переклички. Показы фильма «Вертолет» будут идти в «Иллюзионе» еще 2 недели. Жители Москвы также увидят и другие фильмы Лукачевского, драму «Дорога» и «Белый день». Они выйдут в рамках спецпоказов.
И «Вертолет», и другие якутские фильмы. Они участвуют в значимых фестивалях, там «Кинотавр», «Окно в Европу». Они выходят куда-то на Запад. И просто я думаю, что для наших зрителей важна возможность видеть эти фильмы не потому, что они якутские, а потому что это просто действительно очень хорошее, качественное авторское кино, которое вот мы стараемся у себя показывать. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И в завершении выпуска новости спорта. Российская сборная с 32 медалями завершила выступление на Олимпийских играх в Пекине. Это второй результат после Норвегии по общему количеству медалей. По числу золотых наград россияне заняли 9 место. Олимпийские игры 2022 завершились яркими выступлениями российских спортсменов. В церемонии закрытия приняли участие 60 российских спортсменов. Знаменосцем стал Александр Большунов, который показал триумфальное выступление на этих играх. Выиграл 3 золота, а также серебряную и бронзовую награды. Между тем, талисман Олимпийских игр «Панда» по имени Бин Дунь Дунь внезапно стал сверхпопулярен среди жителей КНР. Все сувениры с его изображением мгновенно сметают с полок, а в магазины выстраиваются многочасовые очереди. Подробности далее в сюжете. Когда панду Бин-Дунь-Дунь, талисмана Олимпийских игр в Пекине, впервые представили публике 2,5 года назад, реакция зрителей в социальных сетях была довольно вялой и скептической. Многие говорили о ней как об очередном бездумном использовании животного как символа китайского мероприятия. Однако все изменилось 2 февраля, когда японский тележурналист Гида Цудзиока во время прямой трансляции показал сувениры с Бин-Дунь-Дунь. Видео быстро стало вирусным, а в официальный магазин Олимпиады в главном медиацентре в Пекине выстроились огромные очереди. Талисманы были распроданы за несколько дней, а поставки новых игрушек были налажены не сразу, поскольку церемония открытия игр пришлась на празднование китайского Нового года, когда фабрики были закрыты. Товары с Бин-Дунь-Дунь вскоре снова появились на прилавках, однако, чтобы купить их, по-прежнему нужно отстоять несколько часов в очереди. Причем в каждой руке отпускается лишь один талисман с пандой. Сотрудники центра говорят, что не прочь провести несколько часов, ожидая входа в магазин. Моя племянница попросила меня купить футболку, а коллега привезти сувенир для него, так что это я буду искать в первую очередь. Честно говоря, я не знаю, зачем мы все здесь стоим. По-моему, это какое-то безумие. Впрочем, слава панды Бин-Дунь-Дунь может оказаться весьма мимолетной. Ряд спортсменов говорили, что получить игрушку проще, завоевав медаль. Якутский борец Виктор Рассадин выступит в очередном традиционном международном турнире «Ешар-Догу». Рейтинговое соревнование пройдет в Стамбуле с 24 по 27 февраля. Оно станет отборочным на чемпионате Европы, который состоится с 28 марта по 3 апреля в Будапеште. Якутский спортсмен поборется в весовой категории до 70 килограммов. На этом у нас все. Мы продолжим следить за новостями. Оставайтесь с нами.